Добрый вечер, вы смотрите программу «Якутия в деталях», с вами Петр Васильев. Что если сказка предков может ожить на экране и заговорить на родном языке? Именно это и произошло с мультфильмом «Току и Чисхан», первым якутским полнометражным анимационным фильмом. Это не просто картина, а мост между древними мифами и современным искусством, между традицией и технологичной формой рассказа. В гостях у нас продюсер картины Анна Кириллина. Мы узнаем, как удалось соединить мифологию, современные технологии, почему родной язык стал принципиальным выбором и что ждет якутскую анимацию дальше. Анна, добрый вечер. Рад вас видеть в нашей студии. Добрый вечер, Петр. Очень рада, что пригласили. Во-первых, в первую очередь у нас с вами большой инфоповод, премьера полнометражной ленты. Поздравляю вас с таким большим шагом. Неделя прошла уже. Как вот выдохнули после премьеры? Какие ощущения? Нет, еще не выдохнули, поскольку мультфильм, конечно, прошел у нас не только в республике, но и в 10 городах России: Новосибирск, Уфа, Сочи, Калининград, Москва, Санкт-Петербург. И нам очень приятно, что наши земляки посетили мультфильм, и не только земляки, но и люди, которым интересна история Якутии и якутская анимация. Решение провести в Москве с чем связано, например? Ну, наверное, хотелось масштаба, да? Хотелось все-таки, одна из задач — это окрылить команду, чтобы они почувствовали, что их проект интересен и там. Ну и очень много было запросов от наших земляков, которые проживают в других городах, в Москве, Санкт-Петербурге, сможем ли мы увидеть мультфильм у нас здесь. И, конечно, я как продюсер договорилась, благодарю Георгия Николаева, который тоже посодействовал, и вышли на Cinema парк, да, который как раз-таки владеет 10 залами, кинотеатрами. Да, в Москве. И там и прошли у нас премьеры, и прошло очень хорошо, отзывы прекрасные, комментарии, и даже появились некоторые идеи по продолжению мультсериала, поскольку обратная связь как раз-таки дает нам вот этот импульс, ту энергию, после которой хочется работать дальше. То есть зрители сами подсказывают, как будет жить персонаж, развиваться отчасти, да? Ну, отчасти да. Дают идею. Дают идею, поскольку, безусловно, это работа всей команды. Это работа редактора Анны Васильевой, режиссера Виктории Химитиновой, сценариста Саргалана Сандар. Да, это мы коллективно, у нас даже есть группа, где мы обсуждаем, как будет дальше жить наш персонаж. Ну и очень часто обращаемся к нашим детям, к нашей целевой аудитории, да, поскольку почему Току стал очень популярным и народным мультфильмом, потому что дети сами выбирали персонажа, как он будет выглядеть, в каком цвете они будут, да, поэтому он действительно прошел цензуру, да, детского взгляда, вкуса, и действительно он создавался с большой любовью, и каждый член команды приложил свою руку и чувствовал вот эту миссию, что мы делаем что-то важное и вечное. Это, получается, персонаж своего рода растет, изменяется, взрослеет вместе со своей целевой аудиторией, со зрителем. Да, вот на прошедшем съезде учителей якутского языка, который был вот в ноябре, по-моему, и очень многие учителя дали обратную связь, что сейчас в школы поступили те, кто выросли и смотрели Току. Это 4 года назад мы начинали, и сейчас детишки очень хорошо стали говорить на своем родном языке. Да, мы действительно создали этот тренд, что на родном языке говорить модно. Вот сами вы сказали, что начали 4 года назад. Я помню, как начинался процесс подготовки, процесс первых макетов нарисованных персонажей. А как пришли к идее полнометражки? Ну, потому что сделать один сезон анимационного мультика, отрисовать, выпустить, это очень много времени, сил и средств. Я не знаю, как работает кинопроизводство, но представляю примерно, что там в разы больше. Не страшно было? Ну, наверное, страшно, когда ты все знаешь, да, всю технологию производства. Когда ты не знаешь, ты идешь вслепую, глаза горят, желание есть, и действительно ребята проделали огромную работу. Бесконечная благодарность режиссеру проекта, молодой режиссер Виктория Химитинова. Создать вот этот весь процесс производственный, да, от начала до конца, это
на поверхности кажется, что мультфильм создается очень просто, да, а когда Что-то вникнуть... взял, нарисовал. Да, да, да. Нет, нет, нет. Это вот персонаж должен соответствовать характеристикам, да, каждого героя, который описывает сценарист. Да. Сценарист с режиссером должны прийти к единому какому-то мнению. Дальше создаются рикки, да, это вот, чтобы как должен двигаться персонаж и так далее. Да. Декорации создаются, художник по фонам, это отдельный человек. Александра Сосина нарисовала прекрасные фоны. И Екатерина Христофорова у нас над анимацией работала, да, ведущий наш художник-аниматор. Аралхан тоже молодой специалист из Нанского колледжа. Там, кстати, тоже анимацию преподают. У нас работают прекрасные ребята, молодые специалисты. И это надежда нашей компании, не только телеканала ТОКО, но и всей компании, национальной вещательной компании, что отсюда выпорхнут, возможно, будущие Звезды. мультипликаторы, звезды, которые будут работать в больших корпорациях и в больших компаниях. Но это получается, вот, то есть сам мультфильм, он логически пришел к тому, чтобы быть полнометражкой. Несколько сезонов, и вот такая кульминация, такой апогей. Не точка, но точка с запятой. Ну, да, я отвечу на вопрос. Это просьба скорее родителей, это просьба детей. И они же не знают, как все это делается. Быстро нам дайте новые серии только. Поэтому мы подумали, может, подарим им новогоднюю историю. И решено было командой создать вот эту историю «Току и Чисхан». Да? Конечно, там есть и тема потепления, да? И есть замечательные новые герои. И это абсолютно новая история, не привязана к сериалу, но герои, конечно, те же, которые отправляются, но увлекательные приключения, чтобы спасти Новый год и помочь нашему Деду Морозу Чисхану. То есть это и такая образовательная, и своего рода Безусловно. повестки, потому что экология сейчас в тренде во всех направлениях. И очень, знаете, что мне понравилось, это очень хороший маркетинговый ход, занять слот Нового года, потому что особенно, я знаю, что вы, скорее всего, не предугадывали, что у нас отзовут прокатное удостоверение у голливудских фильмов, что на Новый год мы будем смотреть только свое, и тут мы еще и с более своим, что называется. Но это, конечно, был включились. рисковый шаг и смелый шаг. Конечно, с руководством говорили и на эту тему, поскольку конкурировать с большими российскими проектами это очень сложно. Но мы бесконечно верили в то, что все-таки наш местный продукт будут смотреть. И очень многие улусы сейчас планируют пойти смотреть мультфильм в январские каникулы. У нас в кинотеатре «Лена» тоже продолжится Прокат. да, прокат, показ мультфильма. Так что я очень хочу, чтобы родители поддержали и действительно ощутили вот это новогоднее настроение, посмотрели прекрасный мультфильм, действительно он прекрасный, сделан очень грамотно. Со своими детишками окунулись, погрузились в эту историю. Анна, я думаю, сейчас подошел лучший момент. Во-первых, напомнить нашим зрителям, что мы работаем в прямом эфире. Задать вопрос гостю программы можно по номеру телефона 412 42 14 39 или по номеру горячей линии в мессенджере Telegram по номеру телефона 914 235 05 02. Ну, а во-вторых, еще один хороший повод сейчас настал напомнить и нашим зрителям, и познакомить вдруг кого-то нового, кто еще не знал, про что история Току, о чем идет речь. Току и Чисхан. И Току и Чисхан. Току и Чисхан — это новогодняя история. Конечно, я весь сюжет пересказывать не буду. Безусловно, без спойлеров. Да, там есть совершенно другие персонажи, которых озвучил известный артист Якутии Гаврил Менкяров. Да, это помощники Нового года. Также есть у нас Чисхан, конечно, наш. Да, и да, хочется отметить то, что очень многие артисты нас поддерживают, да, с нами работают лучшие композиторы, да, это Николай Михеев, председатель Союза композиторов Республики, человек, который действительно погружен в проект из первой серии нашего Току, это мультсериала, да, поддерживает до сих пор, да, и почему Току популярен? Также он популярен песнями. Любой детский сад зайдешь, звучит музыка Току. Вот сейчас перед эфиром мы с Петром поговорили на эту тему. Про школу, да. Да, и Петр вот гостил у себя в школе и тоже слушал музыку Току. Она узнаваема, и это благодаря действительно
Николаю Михееву, который увлеченно действительно болеет за это дело и чувствует эту миссию и хочет, чтобы язык якутский действительно воспрял, да, и чтобы детишки пели на своем родном языке. Анна, мы сегодня много говорим про премьеру на большом экране. У нас есть сюжет наших московских коллег, они подглядели, посмотрели, как это было. Предлагаю посмотреть еще раз. Увидеть Чусхана, сделать фото на память смогли зрители спецпоказа. Чусхан – символ холода в Якутии, а еще центральная фигура мультфильма. По сюжету он оказывается в опасности, а загадочное подцепление угрожает вечной мерзлоте. На кону и главный зимний праздник – Новый год. Задачка не из легких, но отважный жеребенок Току и его друзья находят решение. Они прошли через заснеженные горы, испытания, встретили загадочных существ. Но удалось ли им спасти зимний праздник и Чусхана? Ответ точно знают столичные зрители, дети и их родители. Тебе понравилось, Алина? Ага, там мус барите, то есть халуба по-якутски же все было. Ей очень понравилось. Да. Здорово, весело, столько песен. И даже не понимая якутского языка, все понятно, почти ничего не переводили. Очень понравился, очень хороший мультик, очень добрый, очень сказочный. Так что нам очень понравилось, да? Тебе понравилось? Да. Вот. Зимняя сказка «Току» и «Чусхан» прошла на якутском языке с русскими субтитрами. Сеанс длился 1 час и 10 минут. И каждая секунда стоит просмотра, говорят эксперты. Току относится к такому зрительскому сегменту, самому сложному, самому важному. 0+, самые маленькие наши дети. Очень важно, что мультфильмами вы продолжаете поддерживать традицию сохранения якутского языка. И мультфильм создается на национальном языке. Хорошего и долгого плавания, как у нас говорят, вашему прекрасному мультфильму. Не просто мультфильм, большая история о дружбе, смелости и поиске себя. Простой сюжет, но с глубоким смыслом, что любые испытания легче проходить вместе. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. Вы знаете, меня порадовала реакция детей, самых маленьких, которые, собственно, приняли участие у Айсены в сюжете. Очень мило они отвечают. Так понимаю, что до них она все-таки история дошла. Хоть, возможно, кто-то и не понимает. Да? Ну вот обратную связь тоже получили от премьеры в Калининграде. Тоже очень много детей были восхищены, в восторге. Действительно, сказка очень добрая. И как подметила исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Геннадьевна Мастусова, да, она как раз-таки приняла приглашение, пришла и не отметилась и ушла, а до конца досмотрела вот мультфильм. Да, вот до конца досмотрела, позвонила, поздравила. И чтобы я передала поздравления команде, действительно, мультфильм получился очень достойный. Ну, я от лица, наверное, всех зрителей, наверное, могу поблагодарить и вас за столь большую работу, и вашу команду. И от лица просто как коллеги поблагодарить за вклад в развитие творческих, креативных индустрий в нашем регионе. Анна, вот меня еще такой вопрос интересует. Полнометражка полностью на якутском с субтитрами. Это разовая акция или вот все-таки она потом выйдет еще, возможно, уже в дубляже в русском? Или принципиально мы оставляем на родном? Нет, в перспективе планов, конечно, очень много. Я, конечно, сейчас все раскрывать не буду. Не надо, мы не спойлерим да, сегодня. Что у нас есть еще один мультфильм, да, который мы хотим тоже окрылить и выпустить в мир. Это анимационный мультсериал «Имана». Прекрасный мультфильм, который сейчас тоже пользуется популярностью. Новый проект сейчас готовим «Тюльчанер», 10 тоже серий. Прекрасная прорисовка, цвета сочные, да, и режиссер тоже молодой автор Анастасия Трифонова, выпускница Арктического института, который сейчас вот обрел статус университета. И, кстати, этот институт нам подарил 4 выпускника. И
А режиссер Иманы будет готовить, ну вот сейчас вот думаем, либо полный метр тоже сделаем, либо сериальную историю мы продолжим. Все-таки сериальная история это не то чтобы проще, да, это привычнее, а на полный метр это вот развивать всю сюжетную линию, да, это вот арку, вот это все делать, это очень сложно. Сериал да. как будто бы логичнее, он держит зрителя в напряжении, ему хочется включать. А кино, ну вот на мой взгляд, эта история такая, ты посмотрел, получил классные эмоции, впечатления, что для себя усвоил и забыл до определенного Мы бы момента. хотели делать качественный продукт, конечно, да, как другие студии делают 3-5 лет один проект, а не в кратчайшие сроки, но у нас планы, да, и мы вот к концу года должны выйти определенный контент. Все-таки по указу главы у нас к 30 году мы должны сделать 2500 минут, да, это большой объем, и создать также большие мероприятия. В этом направлении и работаем, да. К слову, вот 2500 часов, если не ошибаюсь, да, по Да. указу главы. А как эти идеи рождаются в головах у вас, у ваших коллег? Потому что для меня всегда было нарисовать мультик, нарисовать историю, это что-то из разряда фантастики, это как создать же целый мир. Чем-то вдохновляетесь, откуда черпаете идеи, подглядываете, может, за коллегами? Синергия, мне кажется, это когда идет, собираются несколько креаторов, творческих людей, всегда рождается идея. Какая-то все равно обретет форму, и она выйдет в мир. Поэтому у нас удивительный регион, удивительные люди, и вообще Якутия — место, где можно черпать вдохновение. Да, очень многие люди приезжают сюда, и туристами приезжают, и на этой площадке тоже очень много героев побывало, да, где все восторгаются, и невозможно здесь не творить, да, тем более, когда за окном минус 50, что нам 50, да. остается? Остается только действительно заниматься творчеством. К слову, про наше богатое культурное наследие, я имею в виду и эпос Улунху, и различные легенды и сказания. Я знаю, что Току частично, возможно, даже уже очень сильно вписан, черпает свои идеи оттуда. Может быть, что-то почерпнете для нового сезона, именно вот не полного метра, а нового сезона мультсериала? Вот как раз вчера я разговаривала с сценаристом Саргаланой Сандар, она сейчас как раз продумывает, да, о чем будет новые серии мультсериала «Току». Наверное, мы все-таки выполним просьбу детских садов, поскольку они уже включают в досуговые, да, мероприятия, мультфильм «Току». Некоторые, оказывается, АИКа, это вот школа, гимназия и так далее, национальные гимназии, во время перемены тоже включают мультсериал «Току», наши мультфильмы. Поэтому мы хотим сделать серии «Муха», да, плюс про наш ИСЭХ. Да. Но в третьем сезоне у нас были серии про Якутию, про наши Ленские столбы, про горы Кигилях, да, про Лонхо мы чуть-чуть затрагивали, про Сохой. Поэтому эта тема, конечно, продолжится. Да, но когда ребенок очень сильно сидел на другом контенте, да, на англоязычном, да, на российском контенте, то, мне кажется, сильно заходить в эту историю не нужно, нужно аккуратненько заходить, да, чтобы ребенок воспринимал это с легкостью. И в этом же есть и образовательная часть мультфильма, потому что, Конечно. ну, на мой взгляд, Току это и сильно отличает, что это не просто история там про смену кадров, про какие-то яркие картинки, здесь же большой образовательный подконтекст. Конечно. Вот как наша коллега подметила, Айсена Барнашова, это про дружбу, да, про вечные наши ценности, про взаимопомощь, любовь к природе, к культуре, к традициям. И там очень много. Ну, как любое произведение, оно многослойное, да, каждый увидит свое. Кто-то увидит просто историю, да, а кто-то увидит какие-то скрытые смыслы. Поэтому сценарист вкладывает свой смысл, режиссер вносит свое, мы какие-то идеи тоже даем, да, поэтому каждый увидит через призму своего восприятия и желания увидеть то, что хочет увидеть. Ну, тем не менее, основная канва все равно основной условный посыл про Конечно. дружбу, любовь, Конечно, взаимоуважение, про семью, он остается, ну, так сказать, Потому сквозь что всё. я нахожусь в непосредственной коммуникации с телеканалом «Карусель». Да, регулярно посещаю форумы, да, большие форумы, где обсуждается детский контент, какие тренды, какие ценности,
как рекламщик и маркетолог в прошлом, да, я смотрю вот именно тоже на подачу цвета, да, какой цвет может успокоить, благоприятно воздействовать. Да. Вот завтра у нас будет смотр новых проектов, тоже обсуждение, где примут участие сценаристы, заведующие детских садов. Тоже будем смотреть, подходит ли этот контент для нашего телеканала, для детского смотрения, потребления этого контента. Вот сейчас мы еще немножко переформатируем наше с вами интервью, немножко на наших мам, кто нас сейчас смотрит. Вы сказали, что вы посещаете форумы, где эксперты изучают и рассказывают о том, как наши дети меняются. В 2022 году, когда только начинался, уже было поколение ТикТока. Детей, которые воспитаны на вот этих роликах 30 секунд, у них не усваивается никак больший хронометраж мультфильмов. Как сейчас поменялось? Управление коротким вниманием, конечно, это очень сложный процесс, поскольку если раньше мы считывали человека, изучали, оценивали в течение 60 секунд, все это сместилось в 6 секунд. Да? Даже сейчас уже где-то некоторые источники говорят за 2 секунды. И мы с точки зрения телевидения могли просмотреть, сколько нас смотрят. А если сейчас они в таком формате смотрят, нам еще сложнее оценить. Поэтому, наверное, тут большая заслуга музыкальная, да, вот именно оформление, это 80% успеха. Музыка цепляет, музыка создает настроение, атмосферу, да, это действительно благоприятно воздействует на и психику, и состояние ребенка, да, и желание узнавать что-то новое, и влюбляться в персонажа. И когда приезжали наши российские коллеги, это компания Ярко, да, при «Газпроме», тоже были удивлены и восхищены, то, что у нас все соблюдено и делается правильно. Когда, как мы ни на что не опирались, а чисто вот с любовью создавали этот проект. Ничего себе. Получается, ровно в цель попали. В свое время я общался с исполнительным директором сервиса «Кион», вроде, или вот, в общем, каким-то российским киносервисом, по-моему, ОККО фиолетовым. И они очень хвалили нашу мультииндустрию, наши мультики, в том числе и нашего телеканала. А нет идеи выйти куда-то на российскую платформу? Мы уже есть, вы сказали, в Кинопоиске, потому что у нас есть полный метр. А вот кому-то эксклюзивно сделать для России, чтобы и для их детей что-то интересное и про нас рассказать, что называется. Вот как раз вы подсветили все мысли, которые я сейчас вынашиваю, и я бы не хотела сейчас громогласно об этом все говорить, да, но это все и есть в планах. Очень хочется действительно, чтобы проекты жили дальше и переводить и на другие языки, но первично наша задача — это создание языковой среды, да, чтобы анимация — это одна история, есть и другие компании, которых мы поддерживаем, которые с нами сотрудничают и размещают у нас контент тоже на якутском языке. Это студия «Мультидетект» Таисии Тарабукиной, это Константина Тимофеева, да, студия «Чоран Картунс», студия «У» тоже делает прекрасные мультфильмы, Кандыкан вот сейчас тоже присоединилась, да, поэтому есть 4-5 студий, которые с нами тесно работают и тоже создают мультфильмы на якутском языке. И если мы сообща в дружбе, содружестве будем создавать и множить контент, действительно мы выйдем вперед. И дальше, конечно, мы будем думать о какой-то масштабировании экспортной истории. Ну а пока они есть все у нас в приложении НВК Сахарь. Конечно, да. Для тех, кто хочет посмотреть все в одном. Анна, говоря о планах на год грядущий, Айсен Сергеевич Николаев, глава республики, объявил 2026 год годом культуры. И здесь, я думаю, как никогда ранее наша мультипликация поможет сделать вклад. Вот о этом вкладе, как считаете, какой вклад наша мультипликация в развитие традиционной культуры и в развитие в целом массовой культуры в нашей республике может повлиять? Или уже влияет? Она уже влияет, да, потому как с первых шагов, когда вот в 22 году, мы 17 года вот переводим российские мультфильмы на якутский язык, да, а с 22 мы уже начали собственное производство. И Айсен Сергеевич сам запускал детский телеканал «Току», да, знакомился с коллективом, смотрел наш проект. И
Планов очень много, действительно, да. В следующем году мы хотим реализовать проект по произведениям якутских писателей. Да. Мы уже сделали первые шаги в рамках фестиваля нашего традиционного, который проходил в 3-й раз у нас в Якутске, республиканский. И была конкурсная программа как раз-таки по произведениям якутских писателей. О, ничего себе. Да. Это же очень сложно. Это не то, что... Да, сложно, Ну, да, в смысле, якутская ужать Да-да-да, в объемная. короткий, да, в хронометраж, да, но оказывается, вот со сценаристом Сарглан Сандар, когда посещали библиотеку, копали информацию, нашли очень много интересных писателей, о которых даже очень многие не слышали. Есть писатели, которые писали детские истории, опираясь на культуру Якутии. Поэтому планов очень много. Будет реализовано 10 серий этого мультфильма. И завтра тоже вот посмотрим у производителей Якутии, какие они проекты представят. Классно, вы прям удивили, я не знал. Я к чему говорю, что якутские произведения, как правило, они объемные, их очень сложно даже пересказать. А вот адаптировать под детей, мне кажется, вообще сверхзадача, что-то из разряда невозможного. Ну, у нас прекрасные сценаристы, которые уже знают, как писать, да, потому что действительно со сценаристами проблема не только у нас, да, в республике, но и по всей России. Да. Если посетить фестивали по анимации, эта проблема существует везде. Один и тот же сценарист может работать в 3 компаниях, потому что детский контент, он очень сложный, да, и попасть вот именно в детский интерес тоже очень сложно. И с нами работают вот 3 сценариста, и хотим вот в следующем году еще прибавить людей, которые могли бы писать, творить и создавать для детей. Еще одна важная функция мультфильмов, о которых мы с вами сегодня, мне кажется, вскользь упомянули, сохранение и развитие родного языка. Мы с вами общались немного до эфира. Знаю, что уже наши татарские коллеги, наши бурятские коллеги с нас берут примеры. Что они говорят, как отзываются наши мультики? Я знаю, что и там, возможно, есть примеры анимации, но они такие больше разовые, чем что-то постоянное. Но мы получили номинацию на 2-м дальневосточном кинофестивале мультсериалом «Имана», и получили также обратную связь от руководства Бурятии о том, что действительно Якутия идет в правильном направлении, и хочется вот действительно перенять ваш опыт, да, и создать мультфильмы у себя пока сложно, да, и поэтому они смотрели в сторону нашего контента. Да. Было и очень приятно, когда наши коллеги из Татарстана приезжали дважды на наш телеканал, смотрели студию, знакомились с ребятами, с контентом. И тоже сейчас, ну, мы с ними всегда дружили, но мы продолжим тесное уже сотрудничество. На базе телеканала «Шаян» сейчас открывают студию подобную нашей студии. И ну, вот в перспективе мы очень хотим обмениваться контентом, дружить. И также у нас есть друзья и в Казахстане, которые тоже видят нас родню, да, и тоже хотят вот, проложить вот этот мост дружбы в сторону обмена контентом. Ну, раз хотят, будем прокладывать. Мы не жадные, я думаю. Анна, возвращаясь к премьере мультфильма, мы видели с вами реакции из зрительного зала, прямо, что называется, с места событий. А что вас, чья реакция больше удивила, родителей или детей? Или это? Причем и реакцию, я знаю, что вы видели и в московских залах, и в якутских залах. Я знаю, что вы были на премьере. Мне было приятно то, что очень многие молодые родители стали действительно осознанные и пришли на премьеру даже с 9-месячным ребенком. Да, у нас был самый молодой зритель, и ребенок 1:10 спокойно просидел, подпевая, смотрел этот контент с удовольствием. И ну, тут даже не удивление, наверное, а вот то, что ты видишь конечный результат и как принимает его публика. Да? И не только я, вся команда была
Воодушевлена. довольна, Да. да, результатом от того, что зритель воспринял. И вот конечные, когда титры пошли, и конечный там план, есть такой небольшой сюрприз в конце мультфильма. Обязательно сходите, вы увидите. И когда вот прошли аплодисменты, мы поняли, что действительно мультфильм получился, потому как самое главное действительно это зрительское внимание. Мы сегодня много говорим о том, чему мультик учит. Я уверен, что уже есть небольшое поколение, которых этот мультик уже чего-то научил, я имею в виду детей. А чему мультфильм, персонаж, может быть, персонаж какой-то конкретный, научил именно вас? Вообще анимация, сама сфера научила меня многому. Да? Это совершенно другая сфера, потому что на поверхности мне казалось, ну, мультфильмы и все. Когда я получила вот этот отдел, создать вот этот отдел и выстроить вот этот весь процесс работы, когда уходила вглубь, я поняла то, что это просто невероятная вселенная, да, невероятная вселенная, где идет непрерывное творчество, созидание, и это очень хорошая энергия, да, когда действительно ты создаешь для детей. И чему? На том, чтобы держать внимание на хорошем, да, где фокус, там все и прорастает, поэтому, когда ты действительно будешь нести вот это добро, то оно будет размножаться. Мне кажется, наши мультфильмы действительно очень добрые, очень милые, и действительно они несут вот этот цвет. И мне приятно, когда я даже прихожу в гости, где-то там в каком-то офисе, если включают наш телеканал и идут наши мультфильмы, я понимаю, что здесь сидят хорошие люди. И самое главное, еще и мудрости, потому что при всем Безусловно. своей непоседливости и мультяшной неряшливости, это очень мудрые персонажи, которые, я думаю, детям уже с 0+ закладывают правильные ориентиры. Возможно, дети даже ничего осознанно не понимают, но где-то на подкорке они какие-то ориентиры себе, я думаю, присваивают. Очень много, я почитал, есть хороших отзывов от критиков благосклонных. Я понимаю, что самый главный критик — это ребенок, который смотрит, но вот профессионалы своего дела очень хорошо отзываются о нас. Как думаете, о мультике, точнее, Току и Чихан, и в целом о сериальной истории? Чем зацепили мы профессионалов своего дела, которые, казалось бы, уже видели все? Ну, искренностью, наверное, искренностью и добротой, да. Вообще Якутия славится искренностью и добротой, да. То, что, наверное, это то, что мы живем далеко, за 7000 километров, и мы любой продукт ну, в творчество вкладываем как раз-таки вот всю себя, да. Там наш вшит культурный код, да, все наши мысли, наша любовь, и это чувствуется. Потому что когда ты делаешь все это на бегу, да, это тоже чувствуется. Когда продукт создается с любовью, все это воспринимается так, как надо. Что касается мультфильма, вот, очень многие родители, как раз вот про обратную связь, да, вы спросили, есть, конечно, родители, которые говорят, что мой ребенок не говорит на якутском языке, да, как я буду смотреть этот мультфильм. Да? Некоторые отвечают, это мультфильм с субтитрами. Ребенок не читает субтитры. Особенно, да? если они на фоне яркого чего-то. Конечно, они не читают. Но я хочу сказать, что ребенок смотрит анимацию. Ему не столь важен язык, на каком языке идет контент. Поэтому, если действительно есть желание создать вот среду, да, чтобы ребенок знал свой родной язык, то это действительно будет большая помощь тому, чтобы в течение часа, да, или показать мультсериал, наши мультфильмы на якутском языке. Был прекрасный такой пример, случай, когда блогер из Кореи, наша россиянка, которая же проживает в Корее, приезжала на лето в Красноярск. Да. И целый день она отметила в социальных сетях, ну, задала вопрос, и все стали писать мне в личные сообщения о том, что вот блогер вас отметила.
И она спрашивает, на каком языке, не хочу никого обидеть, но на каком языке вещает этот телеканал. Мой ребенок, не отрываясь, с утра до вечера смотрит этот телеканал. А это был... Да, на эвенском, на якутском, на языке лесных юкагиров, на долганском у нас есть мультфильмы. И ребенок, не отрывая, целый день смотрел этот телеканал, наш телеканал. И тогда я еще раз утвердилась и укоренилась во мнении то, что действительно не столь важен язык, да, важна анимация, важна История, герои которую- и важна музыка. Да? И когда ребенок, вот даже потом я с ней списалась, и она говорит, мой ребенок сейчас все время говорит «астык», классно, да, это вот как раз-таки слово, которое очень использует, часто использует наш Току, да, и говорит, вот мы все, и в аэропорту мы говорили «астык», да, и приехали в Корею, и тоже приземлились, сказали «астык». Но это не может не радовать. Я думаю, что одну из главных целей мы уже выполнили. Анна, я благодарю вас за интересную беседу. Уверен, что в следующем году будет и у вас, и у вашей студии, и у ребят, всех, кто задействован в производстве сериала, много новых побед и достижений. Все бегом в новогодние праздники смотреть значит, полнометражную ленту в кинотеатры. Кто не успеет, я думаю, для всех у нас работает приложение НВК Саха. Все можно найти там. Спасибо вам большое. Спасибо. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. С вами был Петр Васильев. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.